Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Варлам Тихонович Шаламов. «Перчатка» или КР-2. Ирине. Перчатка. Где-то во льду хранятся рыцарские мои перчатки, облегавшие мои пальцы целых 36 лет, теснее лайковой кожи и тончайшей замши Эльзы Кох. Перчатки эти живут в музейном льду. Свидетельство. Документ. Экспонат фантастического реализма моей тогдашней действительности. Ждут своей очереди, как тритоны или целоканты, чтобы стать латимерией из целокантов. Я доверяю протокольной записи. Сам по профессии фактограф, фактолов. Но что делать, если этих записей нет? Нет личных дел. Нет архивов. Нет истории болезни. Документы нашего прошлого уничтожены. Караульные вышки спилены. Бараки сровнены с землей. Ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах серпантинки процвел Иван-чай. Цветок пожара, забвения. Враг архивов и человеческой памяти. Были ли мы? Отвечаю. Были. Со всей выразительностью протокола. Ответственностью. Отчетливостью документа. Это рассказ о моей колымской перчатке. Экспонате музея здравоохранения или краеведения, что ли. Где ты сейчас, мой вызов времени? Рыцарская моя перчатка, брошенная на снег в лицо колымского льда в 1943 году. Я доходяга, кадровый инвалид прибольничной судьбы, спасенный, даже вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу блага в моем бессмертии, ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение может быть благо, а может быть и нет. Этот вопрос я не решил для себя и сейчас. Разве можно держать перо в такой перчатке, которая должна лежать в формалине или спирте музея, а лежит на безымянном льду? Перчатка, которая за 36 лет стала частью моего тела, частью и символом моей души. Все кончилось пустяками, и кожа опять наросла. Выросли на скелете мышцы, пострадали немного кости, искривленные остеомиелитами после отморожений. Даже душа наросла вокруг этих поврежденных костей. Очевидно. Даже дактилоскопический оттиск один и тот же на той мертвой перчатке и на нынешней, живой, держащей сейчас карандаш. Вот истинное чудо науки криминалистики. Эти двойни перчатки. Когда-нибудь я напишу детектив с таким перчаточным сюжетом и внесу вклад в этот литературный жанр. Но сейчас не до жанра детектива. Мои перчатки — это два человека. Два двойника с одним и тем же дактилоскопическим узором. Чудо науки. Достойный предмет размышлений криминалистов всего мира. Философов, историков и врачей. Не только я знаю тайну моих рук. Фельдшер Лесняк, врач Савоева держали ту перчатку в руках. Разве кожа, которая наросла, новая кожа, костевые мускулы имеют право писать? А если уж писать, то те самые слова, которые могла бы вывести та колымская перчатка. Перчатка работяги, мозолистая ладонь, стертая ломом в кровь, с пальцами, согнутыми по черенку лопаты. Уж та перчатка рассказ этот не написала бы. Те пальцы не могут разогнуться, чтобы взять перо и написать о себе. Тот огонь новой кожи, розовое пламя десятисвечника отмороженных рук разве не был чудом? Разве в перчатке, которая приложена к истории болезни, не пишется история не только моего тела, моей судьбы, души, но история государства, времени, мира? В той перчатке можно было писать историю. А сейчас
Хотя дактилоскопический узор одинаков, рассматриваю на свет розовую тонкую кожу, а не грязные окровавленные ладони. Я сейчас дальше от смерти, чем в 1943 или 1938 году, когда мои пальцы были пальцами мертвеца. Я как змей, сбросил в снегу свою старую кожу. Но и сейчас новая рука откликается на холодную воду. Удары отморожения необратимы, вечны. И все же моя рука не та рука колымского доходяги. Та шкура сорвана с моего мяса, отслоилась от мышц, как перчатка, и приложена к истории болезни. Дактилоскопический узор обеих перчаток один. Это рисунок моего гена. Гена жертвы и гена сопротивления. Как и моя группа крови. Эритроциты жертвы, а не завоевателя. Первая перчатка оставлена в Магаданском музее, в музее санитарного управления. А вторая принесена на Большую Землю, в человеческий мир, чтобы оставить за океаном, за Яблоновым хребтом все нечеловеческое. У пойманных беглецов на Колыме отрубали ладони, чтобы не возиться с телом, с трупом. Отрубленные руки можно унести в портфеле, в полевой сумке, ибо паспорт человека на Колыме, вольняшки или заключенного беглеца один — узор его пальцев. Все нужное для опознания можно привезти в портфеле, в полевой сумке, а не на грузовике, не на пикапе или виллисе. А где моя перчатка? Где она хранится? Моя рука ведь не отрублена. Глубокой осенью 1943 года, вскоре после нового десятилетнего срока, не имея ни силы, ни надежды жить, мускулов, мышц на костях было слишком мало, чтобы хранить в них давно забытое, отброшенное, ненужное человеку чувство вроде надежды. Я, доходяга, которого гнали от всех амбулаторий Колымы, попал на счастливую волну официально признанной борьбы с дизентерией. Я, старый поносник, приобрел теперь веские доказательства для госпитализации. Я гордился тем, что могу выставлять свой зад любому врачу. И самое главное, любому неврачу. И зад выплюнет комочек спасительной слизи. Покажет миру зеленовато-серый с кровавыми прожилками изумруд. Дизентерийный самоцвет. Это был мой пропуск в рай, где я никогда не бывал за 38 лет моей жизни. Я был намечен в больницу, включен в бесконечные списки какой-то дыркой перфокарты. Включен, вставлен в спасительное, спасательное колесо. Впрочем, тогда о спасении я думал меньше всего, а что такое больница и вовсе не знал. Подчинялся лишь вековечному закону арестантского автоматизма. Подъем, развод, завтрак, обед, работа, ужин, сон или вызов к уполномоченному. Я много раз воскресал и доплывал снова. Скитался от больницы до забоя много лет. Не дней, не месяцев, а лет. Колымских лет. Лечился, пока не стал лечить сам. И тем же самым автоматическим колесом жизни был выброшен на Большую Землю. Я, доходяга, ждал этапа, но не на золото, где мне только что дали 10 лет добавки к сроку. Для золота я был слишком истощен. Моей судьбой стали витаминные командировки. Я ждал этапа на комендантском Олпе в Ягодном. Порядки транзита известны. Всех доходяг выгоняют на работы с собаками, с конвоем. Был бы конвой, работяги есть. Вся их работа никуда не записывается. Их выгоняют насильно, хоть до обеда. Долби ямки ломом в мерзлой земле. Или тащи бревна на дрова в лагерь. И хоть пеньки пили в штабелях. От поселка за 10 километров. Отказ — карцер, 300 хлеба, миска воды, акт. А в 1938 году за 3 отказа подряд расстреливали всех на серпантинке, следственной тюрьме Севера.
Хорошо знакомый с этой практикой, я и не думал уклоняться или отказываться, куда бы нас ни приводили. В одном из путешествий нас завели в швейпром. За забором располагался барак, где шили рукавицы из старых брюк и подошвы, тоже из ватного куска. Новые брезентовые рукавицы с кожаной обшивкой держатся на бурении ломом, а я бурил немало ручным бурением, держатся около получаса, а ватные — минут 5. Разница не слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на завоз спецодежды с большой земли. В Ягодинском швейпроме рукавицы шило человек 60. Там были и печки, и запор от ветра. Очень мне хотелось попасть на работу в этот швейпром. К сожалению, согнутые черенком лопаты и кайловищем пальцы забойщика золотого забоя не могли удержать иголки в правильном положении. И даже чинить рукавицы взяли людей сильнее меня. Мастер, наблюдавший, как я справляюсь с иглой, сделал отрицательный жест рукой. Я не сдал экзамена на портного и приготовился в дальний путь. Впрочем, далеко или близко мне было совершенно все равно. Полученный новый срок меня вовсе не пугал. Рассчитывать жизнь дальше, чем на один день, не было никакого смысла. Само по себе понятие «смысл» вряд ли допустимо в нашем фантастическом мире. Вывод этот однодневного расчета был найден не мозгом, а каким-то животным арестантским чувством. Чувством мускулов. Найдена аксиома, не подлежащая сомнению. Кажется, пройдены самые дальние пути, самые темные, самые глухие дороги, освещены глубочайшие уголочки мозга, испытаны пределы унижения, побои, пощечины, тычки, ежедневные избиения. Все это испытал я очень хорошо. Все главное подсказало мне тело. От первого удара конвоира, бригадира, нарядчика, блатаря, любого начальника я валился с ног. И это не было притворством, еще бы. Колыма неоднократно испытывала мой вестибулярный аппарат. Испытывала не только мой синдром Миньера, но и мою невесомость в абсолютном, то есть арестантском смысле. Я прошел экзамен как космонавт для полета в небеса на ледяных колымских центрифугах. Смутным сознанием я ловил. Меня ударили, сбили с ног, топчут, разбиты губы, течет кровь из цинготных зубов. Надо скорчиться, лечь, прижаться к земле, к матери сырой земле. Но земля была снегом, льдом, а в летнее время камнем, а не сырой землей. Много раз меня били. За все. За то, что я троцкист, что я Иван Иваныч. За все грехи мира отвечал я своими боками. Дорвался до официально разрешенной мести. И все же как-то не было последнего удара. Последней боли. Я не думал тогда о больнице. Боль и больница — это разные понятия, особенно на Колыме. Слишком неожидан был удар врача Махнача, заведующего медпунктом спецзоны Джилгала, где меня судили всего несколько месяцев назад. В амбулаторию, где работал доктор Владимир Осипович Махнач, я ходил на прием каждый день. Пытался хоть на день получить освобождение от работы. Когда меня арестовали в мае 1943 года, я потребовал и медицинского освидетельствования, и справки о моем лечении в амбулатории. Следователь записал мою просьбу, и в ту же ночь двери моего карцера, где я сидел без света с кружкой воды и 300-кой хлеба целую неделю, лежал на земляном полу, ибо в карцере не было ни койки, ни мебели, распахнулись. И на пороге возник человек в белом халате. Это был врач Махнач. Не подходя ко мне, он посмотрел на меня, выведенного, вытолканного из карцера, осветил фонарем мне лицо и сел к столу написать что-то на бумажке, не откладывая в дальний ящик. И ушел. Эту бумажку я увидел 23 июня 1943 года в ревтрибунале на моем суде. Ее зачли в качестве документа. В бумажке было дословно, я помню тот текст наизусть. Справка.
Заключенный Шаламов в амбулаторию номер 1 спецзоны Джелгала не обращался. Заведующий медпунктом врач Махнач. Эту справку читали вслух на моем суде, к вящей славе уполномоченного Федорова, который вел мое дело. Все было ложью в моем процессе. И обвинения, и свидетели, и экспертиза. Истинной была только человеческая подлость. Я даже не успел порадоваться в том июне 1943 года, что 10-летний срок — подарок ко дню моего рождения. Подарок, так говорили мне все знатоки подобных ситуаций. Ты ведь не был расстрелян, тебе не выдали срока весом 7 граммов свинца. Все это казалось пустяками перед реальностью иглы, которую я не мог держать по-портновски. Но и это пустяки. Где-то, вверху или внизу, я так и не узнал за всю мою жизнь, ходили винтовые колеса, двигающие пароход судьбы. Маятник, раскачивающийся от жизни до смерти, выражаясь высоким штилем. Где-то писались циркуляры, трещали телефоны селекторной связи. Где-то кто-то за что-то отвечал. И как ничтожный результат казеннейшего медицинского сопротивления смерти перед карающим мечом государства рождались инструкции, приказы, отписки высшего начальства. Волны бумажного моря, плещущие в берега отнюдь не бумажной судьбы. Доходяги, дистрофики колымские не имели права на медпомощь, на больницу по истинной своей болезни. Даже в морге патологоанатом твердо искажал истину. Лгал даже после смерти, указывая другой диагноз. Истинный диагноз элементарной дистрофии появился в лагерных медицинских документах только после Ленинградской блокады. Во время войны было разрешено называть голодом голод. А пока, доходя, клали умирать с диагнозом полиавитаминоза, гриппозной пневмонии, в редких случаях РФИ, резкое физическое истощение. Даже цинга имела контрольные цифры, дальше которых врачам не рекомендовалось заходить в койко-днях в группе В и Б. Высокий койко-день, окрик высшего начальства, и врач переставал быть врачом. Дизентерия. Вот с чем было разрешено госпитализировать заключенных. Поток дизентерийных больных сметал все официальные рогатки. Доходяга тонко чувствует слабину. Куда, в какие ворота пропускают к отдыху, к передышке? Хоть на час, хоть на день. Тело, желудок заключенного не роет. Желудок не предупреждает. Но инстинкт самосохранения заставляет доходягу смотреть на амбулаторную дверь, которая, может быть, приведет к смерти, а может быть, к жизни. 1000 раз больной, термин, над которым смеются все больные и медицинские верхи, глубок, справедлив, точен, серьезен. Доходяга вырвет у судьбы хоть один день отдыха, чтобы снова возвратиться на свои земные пути, очень схожие с путями небесными. Самое главное — это контрольная цифра — план. Попасть в этот план — трудная задача, каков бы ни был поток поносников. Двери в больницу узкие. Витаминный комбинат, где я жил, имел всего 2 места на дизентерию в районную больницу. 2 драгоценные путевки. И то отвоеванные с боем для витаминки, ибо дизентерия прииска золотого или оловянного рудника или дизентерия дорожного строительства стоит дороже поносников витаминного комбината. Витаминным комбинатом назывался просто сарай, где в котлах варили экстракт стланника, ядовитую дрянную горчайшую смесь коричневого цвета, сваренную в многодневном кипячении в сгущенную смесь. Эта смесь варилась из иголок хвои, которые щипали арестанты по всей Колыме, доходяги, обессилевшие в золотом забое. Выбравшихся из золотого разреза заставляли умирать, создавая витаминный продукт — экстракт хвои. Горчайшая ирония была в самом названии комбината. По мысли начальства и вековому опыту мировых северных путешествий, хвоя была единственным местным средством от болезни полярников и тюрем — цинги.
Экстракт этот был взят на официальное вооружение всей северной медицины лагерей как единственное средство спасения. Если уж стланник не помогает, значит никто не поможет. Тошнотворную эту смесь нам давали трижды в день. Без нее не давали пищи в столовой. Как ни напряженно ждет желудок арестанта любую юшку из муки, чтобы прославить любую пищу. Этот важный момент, возникающий трижды в день, администрация безнадежно портила, заставляя вкусить предваряющий глоток экстракта хвои. От этой горчайшей смеси икается, содрогается желудок несколько минут, и аппетит безнадежно испорчен. В стланнике этом был тоже какой-то элемент кары, возмездия. Штыки охраняли узкий проход в столовую. Столик, где с ведром и крошечным жестяным черпачком из консервной банки сидел лагерный лепила, лекпом, и вливал каждому в рот целительную дозу отравы. Особенность этой многолетней пытки стланником, наказание черпачком, проводимой по всему Союзу, была в том, что никакого витамина С, который мог бы спасти от цинги, в этом экстракте, вываренном в 7 котлах, не было. Витамин С очень нестоек. Он пропадает после 15 минут кипячения. Однако велась медицинская статистика, вполне достоверная, где убедительно доказывалось, с цифрами в руках, что прииск дает больше золота, снижает койко-день, что люди, вернее доходяги, умиравшие от цинги, умерли только от того, что сплюнули спасительную смесь. Составлялись даже акты на сплюнувших. Сажали их и в карцеры, и в руры. Таблиц таких было немало. Вся борьба с цингой была кровавым трагическим фарсом, вполне под стать фантастическому реализму тогдашней нашей жизни. Уже после войны, когда разобрались на самом высшем уровне в этом кровавом предмете, стланник был запрещен начисто и повсеместно. После войны в большом количестве на север стали завозить плоды шиповника, содержащие реальный витамин С. Шиповника на Колыме пропасть, горного, низкорослого, с лиловым мясом ягод. А нам в наше время запрещали подходить к шиповнику во время работы. Стреляли даже в тех и убивали, кто хотел съесть эту ягоду, плод, вовсе не зная об ее целительной сущности. Конвой охранял шиповник от арестантов. Шиповник гнил, сох, уходил под снег, чтобы снова возникнуть весной, выглянуть из-под льда сладчайшей, нежнейшей приманкой, соблазняя язык только вкусом, таинственной верой, а не знанием, не наукой, умещенной в циркуляры, где рекомендовался только стланник, кедрач, экстракт с витаминного комбината. Зачарованный шиповником доходяга переступал зону, магический круг, очерченный вышками, и получал пулю в затылок. Для того, чтобы завоевать путевку на дизентерию, надо было предъявить стул, комочек слизи из заднего прохода. Арестант-доходяга при нормальной лагерной пище имеет стул раз в 5 дней, не чаще. Очередное медицинское чудо. Каждая крошка всасывается любой клеткой тела, не только, кажется, кишечником и желудком. Кожа тоже хотела бы, готова была всасывать пищу. Кишечник отдает, выбрасывает нечто малопонятное. Трудно даже объяснить, что он выбрасывает. Арестант не всегда может заставить свою прямую кишку извергнуть в руки врача документальный и спасительный комочек слизи. Ни о какой неловкости и стыде нет и разговора, конечно. Стыдно. Это понятие слишком человеческое. Но вот появляется шанс спастись. А кишечник не срабатывает, не выбрасывает этот комочек слизи. Врач терпеливо ждет, тут же. Не будет комочка, не будет больницы. Путевкой воспользуется кто-то другой, а этих других немало. Это ты, счастливчик. Только задница твоя, прямая кишка, не может сделать рывка, плевка, старта в бессмертие. Наконец что-то выпадает. Выжато из лабиринтов кишечника, из этих 12 метров труб, чья перистальтика вдруг отказала. Я сидел за забором, давил на свой живот изо всех сил, умоляя прямую кишку выдавить, выдать заветное количество слизи.
Врач сидел терпеливо, курил махорочную свою папиросу. Ветер шевелил драгоценную путевку на столе, зажатую бензинкой-колымчанкой. Подписывать такие путевки полагалось только врачу при личной ответственности врача за диагноз. Я позвал на помощь всю свою злобу. И кишечник сработал. Прямая кишка выбросила какой-то плевок. Брызгу, если слово «брызги» имеет единственное число. Комочек слизи серо-зеленого цвета с драгоценной красной нитью, прослойкой необычайной ценности. Количество кала уместилось на середине ольхового листика, и мне сначала показалось, что крови-то в моей слизи нет. Но врач был опытнее меня. Он поднес плевок моей прямой кишки к глазам, понюхал слизь, отбросил ольховый листик и, не умывая рук, подписал путевку. В ту же белую северную ночь я был привезен в районную больницу Беличья. Больница Беличья имела штамп «Центральная районная больница Северного горного управления». Это сочетание слов применялось и в разговоре, в быту, и в официальной переписке. Что возникло раньше другого, быт ли узаконил бюрократический узор, или формула только выразила душу бюрократа, не знаю. «Не веришь — прими за сказку» по блатной пословице. На самом же деле, наряду с другими, западным, юго-западным, южным районами Колымы, Беличья обслуживала северный район. Была районной больницей. Центральной же больницей для заключенных была огромная, возводящаяся близ Магадана на 23-м километре главной трассы Магадан-Сусуман-Нера больница на 1000 коек, позднее переведенная на левый берег реки Колымы. Огромная, с подсобными предприятиями, с рыбалкой, совхозом, больница на 1000 коек. На 1000 смертей в день, в месяц и пик, доходя к Колымы. Здесь, на 23-м километре, шла актировка, последний этап перед морем и свободой или смертью где-нибудь в инвалидном лагере под Комсомольском. На 23-м километре зубы дракона, разжимаясь последний раз, выпускали на волю, разумеется, случайно уцелевших в колымских сражениях. Морозах. Беличья же была на 501-м километре этой трассы, близ Ягодного, всего в 6 километрах от северного центра, давно превратившегося в город. А в 1937 году я сам переходил вброд речку, и боец наш застрелил большого глухаря, прямо не отводя в сторону, даже не сажая на землю этапа. В Ягодном меня и судили несколько месяцев назад. Беличья была больница коек на 100 заключенных, со скромным штатом обслуги. 4 врача, 4 фельдшера и санитара, все из заключенных. Только главный врач была договорница, член партии, Нина Владимировна Савоева, осетинка, по прозвищу «Черная мама». Кроме этого штата, больница могла держать на всевозможных ОП и ОК. Дело ведь было не в 1938-м, когда никаких ОК и ОП не было при больнице на Партизане, в расстрельное, гаранинское время. Ущерб, убыль людей в то время пополнялись с материка легко, и в смертную карусель запускали все новые и новые этапы. В 1938-м даже пешие этапы водили в Ягодное. Из колонны в 300 человек до Ягодного доходили 8. Остальные оседали в пути, отмораживали ноги, умирали. Никаких оздоровительных команд не было для врагов народа. Иначе было в войну. Людские пополнения Москва дать не могла. Лагерному начальству было велено беречь тот списочный состав, который уже заброшен, закреплен. Вот тут-то медицине и даны были кое-какие права. В это время я на прииске Спокойном встретился с удивительной цифрой. Из списочного состава в 3000 человек на работе в первой смене 98. Остальные или в стационарах, или в полустационарах, или в больницах, или на амбулаторном освобождении. Вот и Беличья имела тогда право держать у себя из больных команду выздоравливающих. ОК или даже ОП. Оздоровительную команду или оздоровительный пункт.
При больницах тогда и было сосредоточено большое количество даровой арестантской рабочей силы, желающих за пайку за лишний день, проведенный в больнице, своротить целые горы любой породы, кроме каменного грунта золотого забоя. Выздоравливающие беличьи и могли, и умели, и уже своротили золотые горы. След их труда — золотые разрезы приисков севера. Но не справились с осушением беличьей, голубой мечтой главврача, черной мамы. Не могли засыпать болото вокруг больницы. Беличья стоит на горке в километре от центральной трассы Магадан-Сусуман. Этот километр зимой не составлял проблемы. Ни пешей, ни конной, ни автомобильной. Зимник — главная сила дорог Колымы. Но летом болото чавкает, хлюпает. Конвой ведет больных поодиночке, заставляя их прыгать с кочки на кочку, с камушка на камушек, с тропки на тропку. Хотя еще зимой в мерзлоте вырублена идеально расчерченная опытной рукой какого-нибудь инженера из больных тропка. Но летом мерзлота начинает отступать, и неизвестны пределы, последние рубежи, куда мерзлота отступит. На метр? На 1000 метров? Никто этого не знает. Ни один гидрограф, прибывающий на Дугласе из Москвы, и ни один якут, чьи отцы и деды родились тут же, на этой же болотистой земле. Канавы засыпают камнем. Горы известняка заготовлены здесь же, рядом. Подземные толчки, обвалы, оползни, угрожающие жизни. Все это при ослепительно ярком небе. На Колыме не бывает дождей. Дожди, туман только на побережье. Мелиорацией занимается само незакатное солнце. В эту болотистую дорогу, километр от Беличьей до трассы, вбиты 40 000 трудодней, миллионы часов труда выздоравливающих. Каждый должен был бросить камень в бездорожную глубину болота. Обслуга каждый день выбрасывала в болото камни. Болото чавкало и проглатывало дары. Колымские болота — могила посерьезнее каких-нибудь славянских курганов или перешейка, который был засыпан армией Ксеркса. Каждый больной, выписываясь из Беличьей, должен был бросить камень в больничное болото. Плиту известняка, заготовленную здесь другими больными или обслугой во время ударников. Тысячи людей бросали камни в болото. Болото чавкало и проглатывало плиты. За 3 года энергичной работы не было достигнуто никаких результатов. Снова требовался зимник, и бесславная борьба с природой замирала до весны. Весной все начиналось сначала. Но за 3 лета никакой дороги сделать к больнице не удалось, по которой могла бы проскочить автомашина. По-прежнему приходилось выводить выписанных прыжками с кочки на кочку и по таким же кочкам приводить на лечение. После 3-летних непрерывных всеобщих усилий начерчен был только пунктир, некий зигзагообразный ненадежный путь от трассы до Беличьей, путь, по которому нельзя было бежать, идти или ехать, а можно было только прыгать с плиты на плиту, как 1000 лет назад с кочки на кочку. Этот бесславный поединок с природой озлобил главврача черную маму. Болото торжествовало. Я пробирался в больницу прыжками. Шофер, парень опытный, оставался на трассе с машиной, чтобы не увели грузовик прохожие, не раздели мотор. В эту белую ночь грабители возникают неизвестно откуда, и водители не оставляют машины ни на час. Это быт. Конвоир заставил меня прыгать по белым плитам до больницы и, оставив меня сидеть на земле у крыльца, понес мой пакет в избушку. Чуть дальше 2 деревянных бараков тянулись серые, как сама тайга, ряды огромных брезентовых палаток. Между палатками был проложен настил из жердей. Тротуары стальника приподняты над камнем значительно. Беличья стоит на устье ручья, боится потопов, грозовых ливней, паводков колымских. Брезентовые палатки не только напоминали о бренности мира, но самым суровым тоном твердили, что ты, доходяга, здесь человек нежелательный, хотя и не случайный. С жизнью твоей считаться тут будут мало. На Беличьей не чувствовалось уюта, а лишь оврал.
Брезентовое небо палаток Беличей ничем не отличалось от брезентового неба палаток прииска «Партизан» 1937 года, изорванное, продуваемое всеми ветрами. Не отличалось и от обложенных торфом утепленных двухнарных землянок витаминного комбината, защищавших только от ветра, не от мороза. Но и защита от ветра для доходяги — большое дело. Звезды же, видимые сквозь дырки брезентового потолка, были везде одни и те же. Скошенный чертеж небосвода Дальнего Севера. В звездах, в надеждах разницы не было. Но не было и нужды ни в звездах, ни в надеждах. На Беличьей ветер гулял по всем палаткам, именуемым отделениями Центральной районной больницы, открывая для больного двери, захлопывая кабинеты. Меня это мало смущало. Мне было просто не дано постичь уют деревянной стены, сравнить ее с брезентом. Брезентовыми были мои стены, брезентовым было небо. Случайные ночевки в дереве на транзитках не запоминались ни как счастье, ни как надежда, возможность, которой можно добиться. Аркагалинская шахта. Там было более всего дерева. Но там было много мучений, и именно оттуда я уехал на Джилгалу получать срок. В Аркагале я уже был намеченной жертвой, уже был в списках и умелых руках провокаторов из спецзоны. Брезент больничный был разочарованием тела, а не души. Тело мое дрожало от всякого дуновения ветра. Я корчился, не мог остановить дрожь всей своей кожи, от пальцев ног до затылка. В темной палатке не было даже печки. Где-то в середине огромного числа свежесрубленных топчанов было и мое завтрашнее и сегодняшнее место. Топчан с деревянным подголовником. Ни матраса, ни подушки, а только топчан, подголовник, вытертое ветхое одеяло, в которое можно обернуться, как в римскую тогу или плащ саддукеев. Сквозь вытертое одеяло ты увидишь римские звезды. Но звезды Колымы не были римскими звездами. Чертеж звездного неба Дальнего Севера иной, чем в евангельских местах. Я замотал в одеяло, как в небо, голову наглухо, согреваясь единственным возможным способом, хорошо мне знакомым. Кто-то взял меня за плечи и повел куда-то по земляной дорожке. Я спотыкался босыми ногами, ушибался обо что-то. Пальцы мои гноились от отморожений, не заживших еще с 38-го года. Прежде чем лечь на топчан, я должен быть вымыт. И мыть меня будет некий Александр Иванович, человек в 2 халатах поверх телогрейки, больничный санитар из заключенных, к тому же из литерников, то есть из 58-й статьи, значит, на истории болезни, а не в штате, ибо штатным может быть только бытовик. Деревянная шайка, бочка с водой, черпак, шкаф с бельем. Все это вмещалось в уголок барака, где стоял топчан Александра Ивановича. Александр Иванович налил мне 1 шайку воды из бочки, но я за много лет привык к символическим баням, к сверхбережному расходу воды, которая добывается из пересохших ручьев летом, а зимой топится из снега. Я мог и умел вымыться любым количеством воды, от чайной ложки до цистерны. Даже чайной ложкой воды я промыл бы глаза, и все. А здесь была не ложка, целая шайка. Стричь меня было не надо. Я был прилично острижен под машинку бывшим полковником генерального штаба парикмахером Руденко. Вода, символическая больничная вода, была холодной, конечно, но не ледяной, как вся вода Колымы зимой и летом. Да это и не было важно. Даже кипяток не согрел бы мое тело. А плесни на мою кожу черпак адской кипящей смолы, адский жар не согрел бы нутра. Об ожогах я не думал и не в аду, когда прижимался голым животом к горячей бойлерной трубе в золотом разрезе прииска «Партизан». Это было зимой 1938 года, 1000 лет назад. После «Партизана» я устойчив к адской смоле. Но на Беличьей адской смолой не пользовались.
Шайка холодной воды, на взгляд, или вернее на ощупь, по мнению пальца Александра Ивановича, горячей или теплой и быть не могла. Не ледяная. И этого вполне достаточно, по мнению Александра Ивановича. А мне все это было и вовсе безразлично, по мнению моего собственного тела. А тело посерьезнее, покапризнее человеческой души. Тело имеет больше нравственных достоинств, прав и обязанностей. Александр Иванович перед моим омовением выбрил мне лобок опасной бритвой собственной рукой. Прошелся близ подмышек и повел меня в кабинет врача, одев в чиненное, но чистое ветхое больничное белье. Кабинет был выгорожен в тех же брезентовых стенах палатки. Брезентовый полог откинулся, и на пороге возник ангел в белом халате. Под халат была надета телогрейка. Ангел был в ватных брюках, а на халат был накинут старенький, второсрочный, но вполне добротный полушубок. Июньские ночи не шутят ни с вольными, ни с заключенными, ни с придурками, ни с работягами. О доходягах и говорить нечего. Доходяги просто перешли границы добра и зла, тепла и холода. Это был дежурный врач, доктор Лебедев. Лебедев был не врач и не доктор, и даже не фельдшер, а просто учитель истории в средней школе. Специальность, как известно, огнеопасная. Бывший больной, он стал работать фельдшером-практиком. Обращение же «доктор» его давно перестало смущать. Впрочем, он был человек не злой, доносил умеренно, а может быть и совсем не доносил. Во всяком случае, в интригах, раздиравших на части всякое больничное учреждение, а Беличья не была исключением, доктор Лебедев не участвовал, понимая, что любое увлечение может ему стоить не только медицинской карьеры, но и жизни. Меня он принял равнодушно, без всякого интереса заполнил мою историю болезни. Я же был поражен. Фамилию мою выписывают красивым почерком на настоящий бланк истории болезни, хотя и не печатный, не типографский, но разграфленный, аккуратно чьей-то умелой рукой. Бланк был более достоверен, чем призрачность, фантастичность белой колымской ночи. Брезентовая палатка на 200 арестантских топчанов. Палатка, откуда сквозь брезент доносился такой знакомый мне ночной барачный колымский арестантский шум. Записывал человек в белом халате, яростно щелкая ученической ручкой в чернильницу-непроливайку, не обращаясь к помощи стоящего перед ним в центре стола красивого чернильного прибора, кустарной арестантской больничной работы. Резной сучок, развилка лиственницы, 3-летней или 3000-летней, ровесницы какого-нибудь Рамзеса или Ассаргадона. Мне было не дано знать сроки, счесть годовые кольца среза. Искусной рукой кустаря был ловко уловлен какой-то единственный, уникальный, естественный изгиб дерева, сражавшегося, корчась с морозами Дальнего Севера. Изгиб пойман, сучок остановлен, срезан рукой мастера, и суть изгиба, суть дерева обнажена. Под очищенной корой показался стандарт из стандартов. Вполне рыночный товар. Голова Мефистофеля, наклонившаяся над бочонком, откуда вот-вот должно забить фонтаном вино. Вино, а не вода. Чудо в Кане или чудо в погребке Фауста только потому не становилось чудом, что на Колыме могла забить фонтаном человеческая кровь, а не спирт. Вина на Колыме не бывает. Не гейзер теплой подземной воды, лечебный источник якутского курорта Талой. Вот эта опасность. Выбей пробку и потечет не вода, а кровь, и сдерживала чудотворца Мефистофеля или Христа, все равно. Дежурный врач Лебедев тоже боялся этой неожиданности и предпочитал пользоваться непроливайкой. Моя витаминная путевка была аккуратно подклеена к новому бланку. Вместо клея Лебедеву служил тот же экстракт стланника, целая бочка которого стояла у стола. Стланник прихватывал намертво бедную бумажку. Александр Иванович повел меня на мое место, объясняя мне знаками почему-то. Очевидно, официально была ночь, хотя было светло, как днем, и полагалось говорить по инструкции или по медицинской традиции шепотом.
Хотя колымчан, спящих доходяг, нельзя было разбудить даже пушечным выстрелом над самым ухом больного, ибо любой из этих 200 моих новых соседей считался будущим мертвецом, не более. Язык жестов Александра Ивановича сводился к немногим советам. Если я захочу оправиться, то, Боже меня сохрани, бежать куда-то в уборную на стульчак, на очко, вырубленное в досках в углу палатки. Я должен сначала записаться, отметиться у Александра Ивановича и обязательно в его присутствии предъявить результат моего сидения на стульчике. Александр Иванович собственной рукой, палкой, должен столкнуть результат в плещущее, вонючее море человеческого кала дизентерийной больницы. Море, которое не всасывалось, в отличие от белых плит, никакой колымской мерзлотой, а ждало вывозки в какие-то другие места больницы. Александр Иванович не пользовался ни хлоркой, ни карболкой, ни универсальной великой марганцовкой. Ничего подобного даже рядом не было. Но какое мне было дело до всех этих слишком человеческих проблем? Наша судьба и не нуждалась в дезинфекции. Я бегал на стол несколько раз, и Александр Иванович записывал результат работы моего кишечника, работающего столь же капризно и своевольно, как и под забором витаминного комбината. Александр Иванович близко наклонялся к моему калу и ставил какие-то таинственные отметки на фанерную доску, которую держал в руках. Роль Александра Ивановича в отделении была очень велика. Фанерная доска дизентерийного отделения отражала в высшей степени точную, ежедневную, ежечасную картину хода болезни каждого из поносников. Александр Иванович дорожил доской, засовывал ее под матрас в те немногие часы, когда, обессиленный бдительностью своего круглосуточного дежурства, Александр Иванович впадал в забытье. Обычный сон колымского арестанта, не снимая ни телогрейки, ни двух своих серых халатов, просто приваливаясь к брезентовой стене своего бытия и мгновенно теряя сознание, чтобы через час, много-два, вновь подняться и выползти к дежурному столику, засветить, зажечь летучую мышь. Александр Иванович в прошлом был секретарем обкома в одной из республик Грузии. По 58-й статье прибыл на Колыму с каким-то астрономическим сроком. Александр Иванович не имел медицинского образования, не был счетным работником, хотя и был счетоводом в терминологии Колембета. Александр Иванович прошел забой, доплыл и попал по обычной дороге доходяги в больницу. Он был службист, верная душа для любого начальника. Александра Ивановича правдами и неправдами держали на истории болезни не потому, что он был какой-то тонкий специалист в хирургии или почвоведении. Александр Иванович был службист-крестьянин. Он верно служил начальству, любому, и своротил бы горы по приказанию высшего начальства. Додумался до фанерной доски не он, а заведующий отделением Колембет. Доска должна быть в верных руках, и эти верные руки Колембет нашел в лице Александра Ивановича. Услуги были взаимными. Колембет держал Александра Ивановича на истории болезни, а Александр Иванович обеспечивал отделению точный учет, и притом в динамике. Штатным санитаром Александр Иванович быть не мог, это я сразу догадался. Какой же штатный санитар моет сам больных? Штатный санитар — это бог, обязательно бытовик, гроза всех осужденных по 58-й, недремлющее око местного райотдела. У штатного санитара много помощников из добровольцев за супчик. Разве что получать пищу на кухне штатный санитар из бытовиков ходит сам. Да и то в сопровождении десятка рабов разной близости к полубогу, раздатчику пищи, хозяину жизни и смерти доходяг. Я всегда поражался исконной русской привычке обязательно иметь услужающего раба. Так, у бытовиков дневальный, не дневальный, а бог, нанимал за папиросу, махорку, за кусок хлеба работягу по 58-й. Но и работяга по 58-й не зевает. Как-никак он подрядчик, стало быть, ищет рабов.
Работяга отсыплет в карман половину махорки, переполовинит хлеб или суп и приведет на уборку к бытовикам своих товарищей, забойщиков золотого забоя, шатающихся от усталости и голода после 14 часов рабочего дня на прииске. Я сам был таким работягой, рабом рабов, и знаю всему этому цену. Поэтому я сразу понял, почему Александр Иванович стремится все сделать своими руками: и мыть, и стирать, и раздавать обед, и мерить температуру. Универсальность обязательно должна была сделать Александра Ивановича ценным человеком для Колимбета, для любого заведующего отделением из заключенных. Но дело было тут только в анкете, в первородном грехе. Первый же врач из бытовиков, не столь зависимый от работы Александра Ивановича, как Колимбет, выписал Александра Ивановича на прииск, где он и умер, ибо до 20-го съезда было еще далеко. Умер он, наверное, праведником.